Об организации регулярных автомобильных перевозок говорили сегодня на Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения. Тарифная политика на маршрутах сегодня сдержанная, но только нелегалы – главная головная боль всех у властей всех уровней. Так называемые бомбилы и водители автобусов на заказ разрушают выстроенную тарифную сетку. Нет пока понимания, кто должен оплачивать сам маршрут. Должен быть определен получатель выручки на маршруте. То есть федеральный закон 220 предусматривает два варианта. Получателем выручки может быть либо муниципалитет, или иной организатор перевозки. То есть может в принципе либо перевозчик. В 99,9% случаев выручку получает перевозчик в Российской Федерации. Я, по всяком случае, не знаю ни одного такого случая, где получает выручку. Но если выручку получает перевозчик, проблема является определить, кто кому и сколько должен платить за маршрут. То есть проблема начальной максимальной цены контракта. Еще одна непонятная пока ситуация со штрафами в общественном транспорте при так называемой системе бескондукторного проезда. Речь идет о повсеместном введении электронных билетов. Напомним, именно такую систему перевозчики хотят внедрить в Сыктывкаре. Но кто тогда будет бороться с зайцами, непонятно.